Прывітанне, вы глядзіце канал Свабода Прэміум, з вами Дмітрый Гурневіч у Празе. Сёння мы пагаворым пра пратэсты, якія адбываюцца вельмі далёка ад Беларусі і даўжэй, чым у Беларусі, менавіта пра пратэсты ў Хабаровску, і пра гэта нам распавядзе валанцёр штаба Навальнага Михаил Алексеев. Прывітанне. Здравствуйте. Скажите, Михаил, вот не надоело вам еще ходить более 70 дней? Нет, на самом деле не надоело, меня удивляют люди больше. То есть это когда постоянно выходят люди, да, в будние дни их меньше, но в выходные выходит также много людей. Скажите, как это еще возможно? Вот далеко от Москвы, от каких-то политических центров, и столько десятки тысяч людей еще выходят и выходят и выходят, и у них еще есть надежда что-то поменять. Первое, наверное, это важно то, что люди далеко действительно находятся от Москвы. Это и есть первый фактор. То есть Дальний Восток, да, в частности, его вообще в принципе забыли. Нас расценивают как, по большей степени, я бы сказал, сырьевой предатор. Но при этом деньги в крае, да, или в целом на Дальнем Востоке, если говорить, они минимальны. То есть сюда приходят дотации, постоянно что-то датируют. Хотя, допустим, в том же Хабаровском крае, да, там есть и золото, и лес, и другие полезные ископаемые, и производство. Но почему-то деньги не остаются в крае. Вот. Это первое, что привело к этому всему. Второе – это протестное голосование, безусловно. То есть люди не просто же выходят, да, там отстоять, что мы против чего-то или там против всего плохого за все хорошее. Люди 2 года назад на выборах губернатора Хабаровского края, скажем так, опрокинули Единую Россию. Но это действительно так. То есть был губернатор Вячеслав Шпорт, который фотографировался на разных фонах. То он икру ест, кстати, которая у нас стоит сейчас дороже, чем в Москве, наша дальневосточная, то он еще там с кем-то фотографируется, он ездит с какими-то там объездами, да, так назовем это, но при этом ничего не происходит. Я больше скажу, что предыдущий губернатор сделал в крае больше. Естественно, все от этого устали. И тут появилась возможность, и протестно проголосовали, то есть вышли во второй тур. Если кто не знает, да, я расскажу такую предысторию. То есть Сергей Иванович Фургал, он шел от ЛДПР, он шел однозначным спойлером. То есть это не был какой-то там кандидат, который реально хотел победить. Он шел спойлером. После того, как прошел первый тур голосования, выяснилось, что он переходит во второй тур вместе с Единороссом, который, в принципе, набрал очень мало. И люди увидели силу. То есть они увидели силу в том, что голосовать нужно. И не просто там, да, слепо куда-то и что-то идти, а можно это сделать. Я в первом туре, честно говоря, не голосовал, да, потому что я считал, что а зачем идти? Но для меня было это, допустим, понятно, что сейчас Единая Россия накидает, в России это происходит именно так, то есть накидывают бюллетени сколько необходимо, делают протокол и, собственно, все хорошо. Даже не сколько, может быть, и накидывают, там на некоторых участках просто сгоняются люди, которые голосуют как им нужно. Соответственно, второй тур показал, что Сергей Иванович выиграл эти выборы, причем таким и явка была достаточно повышенная все-таки, да, то есть более если брать. Все, начались какие-то действия. То есть его пытались, если говорить, такие первоначальные были акции, когда, например, сироты выходили на площадь Ленина, собственно, куда люди вот ежедневно и выходят, и начинали там такие легкие протесты, назовем так, да, там по несколько человек ночевали и говорили, вот нас обманули, нам не дали там жилье. Он лично, то есть не какие-то его помощники, доверенные лица, он лично выходил туда на площадь Ленина, это вот на правительстве, да, где находится правительство Хабаровского края, и разговаривал с ними, и решал. И за эти там 2 года выдано было беспрецедентное количество квартир для сирот. До этого это там было 100-200, а тут почти 1000. То есть 10 раз. После всего этого, да, то есть произошло то, что, ну, видит, что рейтинг растет, да, у губернатора, он едет, он не просто слушает кого-то и говорит, да, сделаем, и едет дальше. Он реально записывает, он реально начинает. Первое, что, наверное, и такое главное, наверное, удивление вызвало у жителей края, это тот факт, что очень много было записей с его совещаний. То есть абсолютно всех, там, у нас случилось там ЧП на базе, да, там, когда погибли дети от пожара, он рассказал, он выразил соболезнования, он начитал там всех чиновников, кто допустил это, он сам туда прилетел, соответственно, то есть постоянно все вот эти вот вещи. А тут ни с того ни с сего его берут, причем так дерзко, да, так вообще как-то, не знаю, каким-то неадекватным способом человека публичного запихивают в машину и увозят в Москву и какие-то непонятные обвинения. Естественно, народ говорит, мы его выбирали, он за 2 года здесь начал какие-то шевеления делать, какие-то уже прогнозы, какие-то программы, а тут говорят, нет, все, он вам не нужен, и увозят.
Естественно, люди Смотрите, такие, как это вообще... Сейчас мы перейдем еще к Фургалу, или Фургалу, как правильно. Но скажите, как это вообще возможно? Потому что в Беларуси люди, которые ходят на выборы уже 26 лет, они вообще не могут выбрать человека, за которого они голосуют, потому что как бы голоса все, это уже доказано неоднократно, фальсифицируются. А вы говорите про Хабаровск, где-то далеко там от Москвы, вообще с другой стороны России, и считают голоса ваши. На самом деле, что в России считают голоса, потому что для нас это космос. Я говорю как белорус, вот что в России где-то там далеко от центра могут читать честные голоса. Здесь как бы появилось такое, что Единая Россия, считая, что у нее огромный рейтинг, она, ну, я бы сказал, расслабилась, реально. То есть они почему-то подумали, а зачем нам что-то делать, если придет то количество людей, которое нужно, проголосуют, как нам нужно, и, собственно, все. А тут первый, понимаете, то есть, а тут раз, и первый тур прошел так провально. У них вот как раз, да, в тему подсчета голосов произошла такая ситуация, что перед вторым туром Вячеслав Шпор, ну, бывший, да, губернатор, Сергей Иванович, они там идут по набережной, по дамбе точнее, да, там в одном из районов города, и беседуют, что ему там Шпорт предлагает работу, понимаете, то есть якобы Фургал такой, ну я как бы вот не против, ну как-то вот такое, знаете, договорники какие-то. Но это, опять же, не повлияло. То есть у меня вообще складывается в последнее время впечатление, я как бы участвовал там как начальник избирательного штаба, да, скажу, в выборах местных, что у них политтехнологи, не знаю, там, позапрошлого века. Они почему-то думают, что вот, ну вот представьте, да, там, не знаю, у вас там, да, что произошло, что вот действующий президент, назовем его так, хотя, да, это как бы с натяжкой, он победил, все. Вот не надо париться, он все, вот он набрал большинство. Можно расслабиться. Сейчас главное вот там провести остальные все процедуры. Вот, ну, я думаю, у вас точно так же произошло. Так же и здесь. Единая Россия, она думает, у нас все хорошо, у нас большой рейтинг, мы не будем запариваться, мы посчитаем, все будет хорошо. Посчитали и удивились. А тут второй тур. А представляете, что такое для людей второй тур? То есть, когда они понимают, о, у нас есть шанс выбрать другого. И голосовали это не за ЛДПР, не за Сергея Ивановича Фургала, голосовали против Единой России, против единороссов. И вот эта вот расслабленность в их, она и проявилась в том, что спокойно, ну, такие стечения обстоятельств привели к тому, что они спокойно и довели до того, что здесь стала правящая партия ЛДПР. Угу. Вот сейчас хотел бы перейти вот к сравнению между Беларусью и Хабаровском. Они очень часто возникают, и люди, такие переклички в Минске кричат про Хабаровск. Хабаровские выходят с бело-красно-белым флагом. Мне кажется, это началось как раз-таки в Хабаровске. Почему вообще возникла такая идея? Все-таки это там 10 тысяч километров, наверное, больше. Ну, Гонконгу ближе вам, наверное. Конкретно, конечно, людей я не спрашивал, хотя частенько, да, спрашиваю, мне интересно там, и помогаю вести стримы штабу. В целом я скажу так. У меня есть немало знакомых, которые голосовали там за действующего нашего президента, у которого также там фактически рейтинг минимальный. Они также голосовали за Единую Россию в свое время. Но когда они проголосовали за Фургала и увидели происходящее, что бывает иначе, то есть вот просто сравнение, они стали выходить. Почему для них стало близко Белоруссия? Ну, все просто, аналогия, понимаете? То есть, когда видят, что большинство, если большинство людей выходит и говорит, нет, мы не голосовали за это, то, наверное, стоит прислушаться, а власть этого не делает. Поэтому и появились лозунги в поддержку Беларуси. Но я думаю, поэтому и появились лозунги в поддержку Хабаровска в Беларуси. Да-да, конечно. Потому что люди увидели, что если вышло большинство, да, ну, то есть, хорошо, там много людей, да, там у нас первичные акции собирали там, ну, по разным оценкам, там до 60 тысяч, да, человек. А это для там 600-700 тысяч населения Хабаровска, это очень много. Были автопробеги, там, жители Комсомольска на Амуре, Амурский, там, и других населенных пунктов, вплоть там с Николаевска на Амуре, прилетали там и приходили на эту площадь, и по городу шли. То есть, и, соответственно, это и привело к тому, что они видят аналогию, что там тоже как бы голосовали не за этого человека, а тут как бы все говорят, нет, он как бы победил. Поэтому люди и солидарность и проявляют. Смотрите, но сравнение, Михаил, еще есть тоже и с тем, что и в Минске выходит уже 60 дней, да, и в Хабаровске больше 70 дней выходит. Ничего не меняется. И что, и можно ходить такими месяцами, и через год мы снова с вами будем говорить, и сколько вы там, уже 300 дней ходите, да? Какой смысл в этом сейчас? Выходит 89-й день сегодня, вот конкретно, я думаю, что акция сейчас идет на площади Ленина. Смотрите, мое мнение следующее. Самое главное это освещать, ну, опять же, федеральные СМИ этого не делают. Самое главное выходить. Почему? Показывать присутствие, что люди приходят.
Что дает присутствие? Власть понимает, что вот она сейчас нам привела, да, может быть, там, забегая вперед, в Рио губернатора от ЛДПР, то есть я так понимаю, что это там наш Владимир Вольфович Жириновский, да, лидер партии ЛДПР, договорился там с Владимиром Владимировичем, такую компромиссную меру они нашли и привели этого в Рио. Но он же ничего... Во-первых, он себя выставил первоначально, да, как посмешище, но, извините, это по-другому назвать невозможно. То есть он там про баню начал говорить, там париться и так далее. Как он показушно ездит на вот эти вот объезды, опять же. Причем самое интересное, что объезды у него происходят по субботам. То есть тогда, когда выходит огромное количество людей, он уезжает из города. Вот, поэтому и как бы вот это все и приводит к таким вещам, что люди продолжают выходить. И нельзя терять информационную повестку. Это хорошо, что и вы об этом говорите, и даете нам, да, рассказать об этом. Потому что тогда узнают еще больше и больше людей. Они понимают, что же происходит. Вот. А иначе, если это все заглохнет, то я думаю, что тогда Сергею Ивановичу дадут какой-то срок, его просто надолго посадят по непонятному абсолютно делу, да, и все это забудется. Нет. Как раз люди выходят и говорят, не-не-не, мы не забыли. Там есть одно из лозунгов такое: мы еще вернемся. Мы еще вернемся. То есть они говорят, это не конец. Тем более там последняя информация, да, Сергея Ивановича, что у него зрение ухудшилось. Кстати, новость, не знаю, вчерашнего дня была очень важная, что сына Сергея Ивановича продержали в Везде в Следственном комитете Хабаровского края, и Следственный комитет это все там опровергает, пресс-релиз официальный, что мы никого не задерживали, там Антон Фургал не был у нас там на допросе и так далее. Ну, доверие, знаете, к ним такое уже минимальное, потому что я вижу, что дела реальные не рассматриваются, а делается что-то вот вокруг и около. Да, видимо, аналогии даже больше, чем просто выбор у нас между вашей и нашей системой. Скажите, пожалуйста, вот, не знаю, слышали или не слышали, Аркадий Бабченко, российский журналист, который сейчас не живет в России, я уже много раз его приводил в наших программах здесь цитаты про розовых пони, так он называет белорусов, потому что как бы они не бросают коктейли Молотова, там машины не переворачивают, не палят, баррикады не строят. Он говорит, что бессмысленно выходить, ну, имею в виду тоже, наверное, Хабаровск, потому что как бы, ну да, ходят тут кругами. И почему бы не начинать уже какие-то акции неповиновения? Вот почему в Хабаровске все-таки, мне кажется, что в России люди более склонны к тому, чтобы захватить здание, у вас широкая душа такая, но это мое личное мнение. Вот. Почему этого не происходит? Ну, во-первых, самое важное, наверное, во-первых, численность не такая высокая. Потому что, ну, как-то вот люди, многие, во-первых, считают политику, 60 да, тысяч это это много, все-таки... 60 тысяч на улице это много, 10% Нет, населения это города. действительно много, но все-таки, наверное, недостаточно. То есть, если бы ежедневно выходило 60 тысяч, тогда бы, ну, о таком можно говорить. Честно, я против какого-либо насилия и захвата, это все-таки такая негативная вещь, да, потому что за много лет в России у нас господин президент создал такую там организацию, как Росгвардия, подразделение МВД, которая разгоняет и очень так достаточно жестко это делает. Причем в Москве они жестко, у нас, ну, помягче, но тем не менее они есть. И их достаточно много у нас, достаточно полицейское государство. Вот. Поэтому я думаю, что эта возможность еще, ну, возможно, впереди. Вот. Люди еще, ну, скажем так, приоткрывают глаза на все, они начинают только смотреть иначе. То есть до этого это там были федеральные каналы, которых они там оценивали, что все хорошо, надо потерпеть, надо дождаться, да, там нечего расслабляться и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас они на это по-другому смотрят. И они все-таки надеются в какие-то, ну, там, понятия честный суд, да, там, честный приговор и так далее. Но все, мне кажется, дело времени, и терпение вещь такая, как бы, что она может и лопнуть. Вот тогда может произойти самое непредсказуемое. Я даже боюсь предположить, что это будет. Я не знаю, видели ли вы эти фотографии и видео с Беларуси после первых дней демонстрации, когда были такие жесткие столкновения с милицией, и людей очень сильно покалечили, там убили несколько человек. Действует ли так ваша полиция? Вот вылавливает ли она, там садит, издевается? Потому что, ну, в Беларуси это реально была ситуация, когда людям там ребра ломали, стреляли с оружия в них. Жестко она не действует. Ну, то есть нету там прям избиения дубинками, убийств там, так далее, слава богу. Но есть такие моменты, знаете, таких мелких пакостников, я бы их назвал. То есть они людей там с работы забирают, везут в отдел, говорят, вы обвиняетесь. Причем статью вменяют, которая им за не участие в митинге, не за организацию, а за то, что люди выходят на проезжую часть и идут вот колонной. То есть Это за то, что белорусская создают школа, да. инфраструктуры. Да, то есть такой интересный момент. Причем происходит это очень интересно. У нас, допустим, ну, так, знакомый, да, скажу, он к нему пришел участковый домой и пригласил его в отдел полиции. Ну, то есть вот я вам не даю повестку, но я вас приглашаю, у вас вот как бы есть вот протокол.
В суде очень такие забавные моменты происходят. Вот у Алексея Ворсина, координатора штаба Навального в Хабаровске, был интересный суд тем, что, жаль, я не присутствовал, но я вот читал, да, там релиз. Первое. Вопрос задают там, адвокат говорит, откуда там Алексей Ворсин должен был знать, что акция не согласована. Ответ. Это же очевидно, об этом знают все. Ну, то есть, как бы вот, да. Второе было смешно, когда этот же судья, то есть он выносит приговор лишением административный арест 10 суток. И как бы Алексей говорит, так это же не арестная статья, там, ну, была статья. Он такой, как это не арестная? Это точно арестная. И у них из рук практически вырывают уже напечатанный приговор, то есть решение суда. Говорит, простите, ошибка, мы сейчас изменим. То есть, понимаете, судьи даже не читают. Ощущение, что ты там, там Центр противодействия экстремизма или кто-то просто принес этот документ, и все. То есть они такие мелкие пакостники, которые вот по одному выхват, по двое бывает. Знаете, там уже после акции идут люди, да, там в субботу, переходят дорогу в положенном месте, все, их тут же, а пройдемте к нам. То есть такая мелкая какая-то пакостность, но при этом, то есть ничего, таких жестких задержаний, конечно, как в Беларуси у нас еще не было. А были какие-то вот, например, действия для того, чтобы вот сделать диалог, организовать между там, участниками демонстрации и там Дегтяревым или кем-нибудь, скажем так? Потому что вот в Беларуси Лукашенко совершенно не собирается ни с кем разговаривать, он не считает субъектом этих людей, которые уходят на улицу. Первоначально, как говорит, то есть если рассказать всю историю, ну, как она у нас в хронологическом порядке, то Дегтярев после окончания акция заканчивается в 22:00, ну, для того, чтобы не нарушать как бы, порядок, да, и не беспокоить там больницы рядом с правительством края окружающих, как бы он заканчивается в 22:00. Так вот, где-то в 23 или в 22:50 выходит Дегтярев с крыльца, окружают его свои люди, то есть якобы протестующие, митингующие, и, соответственно, начинается какой-то диалог. Как-то по счастливой случайности часть людей не разошлось, подошли, давай задавать вопросы. Началась просто провокация, он убежал, естественно, обратно, и все. То есть одного там, которого, ну, скажем так, немного спровоцировали, его вели сотрудники. То есть не провокатора увели, а именно вот того, кто там начал, говорит, а почему так произошло? То есть он как бы пытался, ну, якобы создать видимость. Его интервью мы вообще интересно поняли, что он хотел выйти, но был то ли не готов, то ли побоялся толпы и отменил этот выход. Поэтому диалога как такового нет. И после этого он создал совет при губернаторе, причем так и непонятно, кто в него до конца входит, там какой-то свой отбор, там и блогеры могут быть, и общественные деятели. И вот в попытке уже там что-то, ну, видимо, это одна из таких моментов, как-то уменьшить протест. Ну, все, конечно, посмеялись, сказали, так ты выйди к нам, да, и объяснись, расскажи, что ты хочешь. Никакого вообще, полный игнор, он эту тему не поднимает, либо говорит, ой, что вы решаете там, где-то там и так далее. И замечательная история в эту же, да, как бы тему выхода. Завета Ильича, это Советско-Гаванский район Хабаровского края, там хотели строить угольную, ну, перевалочную базу. Там был митинг против этого, и компания в итоге приостановила строительство, и вроде как отказались. На что Дегтярев в интервью просто сказал, вообще-то это как бы не митингующие сделали, я там договорился, там было много нарушений, и это я договорился, чтобы они перестали строить. Но почему после митинга тогда это прошло? Почему там после огромного количества жалоб и митингов это произошло? Где он до этого был? Почему он это тогда не сказал? Ну, скажите, никакого диалога. Все, что это может продолжаться еще, как я уже говорил, месяцы и месяцы и месяцы. Какое для вас... Пусть котик бегает, не мешает. Как, знаете, как во всех этих таких классических видеоинтервью, должен войти в кадр. Смотрите, белорусов котиками называют. Вы тоже, как котики в Хабаровске, ходите на эти прогулки. А какой итог с этого? Вот вы считаете, сколько можно еще ходить и какая цель ваша, вот, когда вы это поймете, что она достигнута? Сейчас протестующие выдвигают несколько целей. Первое – это перевести Сергея Ивановича Фургала в Хабаровское СИЗО. Второе – это допустить к нему, то есть он ограничен очень сильно в корреспонденции с общением с адвокатами, то есть он не может пообщаться с адвокатами тет-а-тет, да, как это требует закон. Постоянно там либо записывающее устройство стоит, либо надзиратель из СИЗО. И самое важное – это честный суд, который также должен пройти в Хабаровске. Это тоже один из лозунгов – честный суд в Хабаровске. Это вот три таких основных, ну, к чему идут протестующие. Пока, как бы, ну, я думаю, пока, знаете, так оно частями происходит, то есть
То адвокатов не пускают, то пускают, они могут разговаривать. То раз опять не пускают, то корреспонденция идет, он там с опозданием на месяц, но ему хоть что-то передают, там газету какую-то, да, там с местными новостями, то сейчас опять все запретили. То есть все-таки мы пробиваемся, но это минимально, какими-то шагами это идет. И я думаю, что если люди продолжат выходить, я не могу призывать, потому что снова ко мне придут и скажут, там призыв, Мгм. организация, и начнется там 10 суток, и так можно вечно там годами крутиться, да, то есть накручивая сроки. Но люди выходят, и эти требования, они потихонечку все-таки, как-то закладываются в голову власти. Они понимают, что не уменьшается количество протестующих. Они регулярны, они есть. Поэтому требования есть, пытаются пробивать. И вот последний вопрос еще. Скажите, как это вообще возможно? Вы волонтер штаба Навального, Фургал – это представитель ЛДПР, это одна вещь еще. А вторая вещь, я вот не раз встречал в Беларуси, как в Хабаровске люди выходят за человека, которого там обвиняли по криминальным каким-то статьям, и в принципе он связан, как бы там ни было, даже если сейчас вот, это считать нечестным какие-то обвинения против него, все равно он каким-то образом связан с криминалитетом. Вот у вас нету какого-то диссонанса внутреннего? Смотрите, здесь это хороший такой вопрос, да. Первое, если он связан с каким-то криминалитетом, хотя я даже такого не исключаю, я здесь живу с рождения в крае и знаю, что здесь происходило, то как бы прошло почти 16 лет. До этого Сергей Иванович побывал в кресле депутата Государственной Думы, и почему-то это как-то игнорировалось, да, то есть резко, вот просто был вакуум, да, никакой, тишина, и он спокойно избирался, да, никаких не было, а тут резко вот начали делать, то есть, естественно, это все политически. Поэтому, смотрите, я думаю, что политика действующей власти была такой, что они думали, мы же всегда садим губернаторов за коррупцию, здесь не исключение, пусть будет убийство. Как бы это разные, да, вещи. То есть человек, Мгм. который воровал бюджетные средства, да, и человек, который там был когда-то, может быть, и связан. Давайте по-другому рассуждать. Были такие года, как называют 90-е, и возьмем всех, там, не знаю, депутатов Государственной Думы, которые с тех времен сидят, и проверим их на контакты с криминалитетом. Я думаю, что выяснится, что каждый там, наверное, второй точно, они там тоже были связаны, как минимум знакомы. Поэтому как бы говорить о том, что что-то произошло давным-давно и это приписывать сейчас, я думаю, что там каждому можно, их всех можно поднять и отвести на допрос в Следственный комитет. И Лефортова также посадить, да, там в темную камеру, ограничить письмами. То есть, вот просто это смешно, это просто для всех смешно. То есть, почему сейчас? Почему не год назад? Почему не в депутатском кресле? Начинаются всякие сказки, знаете, там из разряда его фамилия была в протоколе неправильно написана, и поэтому мы не его допрашиваем, мы искали вот по этой фамилии и не могли найти. То есть какие-то абсурдные вещи. Я так понимаю, что все очень просто. Когда-то что-то было, причем там же до смешного дошло, что Сергея Ивановича признавали невиновным, не участником вообще вот этих вот разбирательств уголовных. И, соответственно, он вообще никаким боком, и есть постановление прокуратуры Хабаровского края или Хабаровска о том, что он вообще не имел отношения. Сейчас это в суде отменили. То есть, оказывается, можно любой документ 15-16-летней давности отменить и начать новое следствие. То есть, опять же, да, для меня это абсурдно. Вы говорите, Поэтому как будто рассказываете про Хабаровск, как будто я слышу про Беларусь многие вещи. Скажите, кстати, вот последнее, самое-самое. Как считаете, кто первый победит, в Хабаровске или в Беларуси люди победят? Здесь лично для меня, мне кажется, Беларусь быстрее победит, потому что у вас это более глобально, это на всю... Во-первых, у вас небольшая страна, это преимущество все-таки, да, у нас огромная страна, и действительно хорошо, допустим, в субботу у нас был стрим в Хабаровске, когда закончилась акция в Хабаровске, мы переключились в Новосибирск, и там тоже была акция в поддержку Хабаровска. Но у вас страна меньше, и у вас повестка именно федерального значения, то есть это касается каждого жителя страны. Вы же понимаете, что, допустим, москвича, да, там губернатор Хабаровского края, где это вообще, то есть это где-то за МКАДом, да, или, то есть для них это очень далеко и непонятно что. Да, для них это пробивается, но это минимальное значение, там особо, те, кто понимает, что это изменение, да, и оно важно, те выходят в Москве, их там задерживают, это ужасно. Вот. У вас все-таки она более глобальная, она на всю страну, она больно бьет для каждого и для экономики страны. То есть у нас край, да, бьет экономически, у вас
всю страну. Поэтому я думаю, что вы победите раньше. Дякую. Я нагадаю тым, што не глядзеў нас ад пачатку, што маім госцем з Хабаровска сёння быў Михаил Алексеев, валанцёр штаба Алексея Навальнага. Мы гутарылі пра пратэсты ў Хабаровску, пра параўнанне іх з беларускімі. Спасибо вам большое, Алексей. Всего хорошего. Оставайтесь свободой. Всего доброго.